Сохранение социальной стабильности, защита здоровья населения, достижение экономического баланса в условиях мировой пандемии в Нюрбинском районе стали основными задачами органов местного самоуправления в 2020 году. Несмотря на отсутствие дивидендов от акций акционерной компании «Алроса», бюджетные обязательства за год выполнены в полном объеме. 2020 год стал непростым для нас всех, но он помог нам сплотиться и запустить новые важные проекты. В связи с распространением COVID-19 принят ряд ключевых мер по защите населения. За счет средств районного бюджета выделено более 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе приобретение медикаментов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты для нужд Центральной районной больницы. Здесь хочется отметить активное участие и спонсорство со стороны наших предпринимателей, работников учреждений и населения района в эти трудные моменты. Это время показало нашу сплоченность и большое желание помочь друг другу. В рамках плана мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации, Года патриотизма в Республике Саха-Якутия, посвященной 75-летию Великой Победы, все мероприятия прошли с соблюдением санитарных требований. В рамках благотворительной акции «75 добрых дел» организованы субботники, тимуровские выходы в помощь ветеранам тыла, вдовам ветеранов войны и детям войны. В память о не вернувшихся с войны 1500 солдат из Нюрбинского района посажены саженцы по их количеству в муниципальных образованиях района. Выпущены книги, календари. В Музее дружбы народов имени Ксенофонта Уткина заложена капсула с посланием потомкам к столетию Великой Победы. Памятным событием 75-летия Победы стал лыжный переход группы жителей Булунского района по маршруту Кюсюр-Нюрба по следам нашего прославленного земляка Семена Сюльского, который в 1942 году прошел с целью добраться добровольцем на действующий фронт. В рамках года образования в Нюрбинском районе в Мальжигарской средней школе стартовала первая в республике муниципальная пилотная программа по привлечению команды молодых педагогов в отдаленные наследие. За счет бюджета района на эти цели было предусмотрено 2 миллиона рублей. Наш район также активно принимает участие в реализации федеральных проектов. Так, в Антоновской и Харулинской средних общеобразовательных школах открыты точки роста. В городе Нюрба на базе Центра детского научно-технического творчества введен IT-куб, первый на Дальнем Востоке. IT-центр, кабинеты цифровой образовательной среды в средних школах номер 1 и 2 города Нюрба и Нюрбинском техническом лицее. В связи с пандемией некоторые мероприятия пришлось отложить, и поэтому в 2021 году будет продолжен год образования в Нюрбинском районе и доведены до логического завершения все запланированные мероприятия. Но год образования для нас стал отправной точкой, стартовой точкой для участия в федеральных грантах, конкурсах. Наша задача была привлечение дополнительных бюджетных средств для реализации наших приоритетных целей, которые были поставлены у нас 2 года назад. И благодаря такой системной комплексной работе, поддержке нашего муниципального района, мы, считаем, что создали определенные комфортные условия для новой образовательной среды. В этом году у нас, например, открыты точки роста в самой отдаленной школе нашего муниципального района, это в Харулинской средней школе. То есть тем самым мы, например, создаем условия для наших, во-первых, учащихся и для наших учителей, то есть равные возможности, чтобы принимать и усваивать новые компетенции и создавать новую образовательную среду. В рамках национального проекта «Демография» завершается строительство самого крупного объекта района – детского сада на 280 мест в городе Нюрба. Вот объекта планируется в феврале этого года. Завершено строительство детского сада в селе Дикимдя. Также ведется строительство детских садов в селах Мар и Ханалас, школ-садов в селах Чаппанда, Чукар и Эдей, школы на 176 мест в селе Кюндядя с актовым залом, школы искусств в селе Малыкай, дома народного творчества на 250 мест в городе Нюрба, многофункционального центра культуры и 4-квартирного жилого дома для молодых специалистов в селе Саялык. 9 октября прошло торжественное открытие мостового перехода через речку Тюкян на 702-м километре федеральной автодороги Вилюй. Благодаря мосту обеспечен круглогодичный проезд на данном участке. Это в конечном счете значительно повысило транспортную доступность республики. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирована муниципальная автомобильная дорога Нюрба-Сюля протяженностью 4 километра на общую сумму 43,5 миллионов рублей. По концессионному соглашению ремонтируются муниципальные автомобильные дороги Хатын-Сысы-Саялык протяженностью 46 километров и Малыкай-Хаты протяженностью 26 километров. Работы будут завершены в 2021 году.
За последние 3 года на асфальтирование улиц города было направлено около 200 миллионов рублей. В 2020 году за счет бюджета Нюрбинского района выполнено асфальтирование участков 5 улиц в городе Нюрба и селе Антоновка протяженностью чуть меньше 4 километров. С целью строительства канализационно-очистного сооружения в городе Нюрба приобретается оборудование. Часть оборудования уже прибыла в Нюрбу. Строительство объекта начнется в этом году и завершится в 2022 году. С вводом очистного сооружения будет проведена рекультивация Нюрбинской свалки. Между ООО ЖКХ «Альтернатива» и администрацией муниципального района Нюрбинский район подписано концессионное соглашение на строительство канализационно-очистных сооружений мощностью 1000 кубометров в сутки. В настоящее время разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения. Скоро она должна пойти на государственную экспертизу. В соответствии с новым дополнительным соглашением канализационно-очистные сооружения будут введены в строй во втором квартале 2022 года. В сфере сельского хозяйства, традиционно являющегося одним из основных занятий населения района, произошли позитивные изменения. Самым значимым событием в сельском хозяйстве района стало открытие отделения генофондного государственного предприятия «Якутский скот» в участке Чкалова-Канинского наслега. Из Амкинского, Намского и Горного районов были подвезены 50 голов аборигенной породы якутского скота, в том числе 20 коров. Для их содержания частным предпринимателям построен коровник на 100 мест. В 2021 году объект будет выкуплен Министерством сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. В последующем нам предстоит увеличить поголовье якутской породы до 150 голов. В ближайшие годы федеральное генофондное предприятие «Якутский скот» их еще будет завозить. Главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым поставлена задача в 2024 году довести число аборигенной породы крупного рогатого скота до 1000 голов. В том числе будет и вклад Нюрбинского района. Всего же в 2020 году по району введено в строй 7 коровников. По району отмечается повышение интереса к занятиям личным подсобным хозяйством. В целях поддержки многодетных и малоимущих слоев сельского населения по заявкам бесплатно распределено более 200 телят муниципальных предприятий акционерного общества «Кюндядинское» и открытого акционерного общества МТС «Агро Нюрба» жителям района. В целях улучшения породы мегажекской породы из Республики Мариэль приобретены 4 лошади породы «Русский тяжеловоз» для нужд акционерного общества «Кюндядинское» и акционерного общества «Конный завод» имени Степана Васильева. В 2020 году получен высокий урожай кормовых и зерновых культур. Нюрбинской кормовой компанией за 3 года восстановлено 815 гектаров заброшенных пашин. Сезонные задания по сенокосу и силосу выполнены. В это нелегкое время одним большим подспорьем стала поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Выделены субсидии за счет бюджета района свыше 2 миллионов рублей. Предоставлены микрозаймы из Фонда поддержки малого предпринимательства Нюрбинского района субъектам малого предпринимательства на сумму 7 миллионов 350 тысяч рублей. Продолжилась поддержка развития местного производства и работа по созданию благоприятной среды для развития бизнеса в районе. В числе реализованных проектов можно назвать открытие цеха по переработке молока в селе Хатынсысы, хлебопекарни в селах Киров, Хаты, Сайлык, Малыкай, чайной и цеха по шиномонтажу в селе Кюндядя, столярного цеха в школьном бизнес-инкубаторе Мархинской школы, центра бытовых услуг в селе Мар. В рамках социальной поддержки граждан в 2020 году введены новые направления, в том числе на реализацию Нюрбинского муниципального материнского капитала «Нюрбинская семья» было предусмотрено 7,5 миллионов рублей. Данная мера социальной поддержки многодетных семей, родивших после 1 января 2020 года 4-го или последующего ребенка, составляет 100 тысяч рублей и является в республике единственной на уровне районов. В текущем году сертификаты получили 70 семей. Нюрбинский семейный капитал многодетным семьям будет выдаваться до 2024 года. В рамках муниципальной целевой программы обеспечения населения Мархинского куста чистой питьевой водой приобретены водовозки для Кангаласского и Мальжигарского наслегов. Нюрбинский район является единственным муниципальным районом, где предусмотрены муниципальные социальные меры для социальной защиты нашего населения. 2017 года мы предусмотрели единовременную материальную помощь на благоустройство, на капитальный ремонт отдельным категориям граждан. Это именно ветеранам тыла, инвалидам первой категории, детям с заболеванием ДЦП в размере по 200 тысяч рублей. На сегодня, в течение 3 лет, мы оказали помощь 265 нашим гражданам. Вторая социальная поддержка – это поддержка многодетных наших семей.
Нюрбинский муниципальный материнский капитал «Нюрбинская семья». В прошлом году, в 2020 году, оказана помощь сертификатом «Нюрбинская семья» 70 нашим многодетным семьям. Третья мера поддержки – это единовременная материальная помощь гражданам с онкологическими заболеваниями. Единовременная материальная помощь, размер составляет до 100 тысяч рублей. В 2020 году мы оказали помощь 29 заявителям. Четвертая муниципальная мера – это тоже для многодетных наших семей. Эта мера направлена на школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Так, школьная транспортная карта. Школьники имеют право на льготный тариф в общественном муниципальном транспорте в сумме 5 рублей за один проезд. Данной школьной транспортной картой пользуются более 300 наших школьников. В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. Благодаря слаженной и профессиональной работе медиков, работников санитарно-эпидемиологической службы и оперативного штаба района удалось уверенно пройти пик пандемии. Во время крайнего осложнения эпидемиологической ситуации по району было развернуто 152 койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Для нужд Нюрбинской ЦРБ были приобретены аппараты ИВЛ, концентратор кислорода, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты ИХ, препараты Орбидол, выделены 2 единицы автотранспорта для оказания помощи районной поликлинике и передана машина «Лада Гранта». 30 декабря подписано соглашение между Нюрбинским районом и Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей о взаимодействии по созданию и деятельности межрайонного центра офтальмологии в Нюрбинском районе на базе Нюрбинской ЦРБ. Ранее по национальному проекту здоровья для Нюрбинской ЦРБ было приобретено современное офтальмологическое оборудование. Несмотря на то, что мы работали в таких тяжелых, даже, скажем, непонятных условиях, слаженная работа Министерства здравоохранения республики, нашей больницы и, конечно же, большая помощь оперативного штаба и администрации муниципального района Нюрбинский район помогла, во-первых, конечно, приостановить распространение инфекции в нашем районе в течение практически 3 месяцев с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в нашей республике, ну и потом стабилизировать ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в период подъема заболеваемости в нашем районе. Были развернуты дополнительные койки благодаря оснащению медицинским оборудованием, расходными материалами, диагностическим реактивами, благодаря тоже оперативного штаба нашего района. И были выявлены своевременно больные, доставлены в стационарные отделения. И, конечно, в настоящий момент, по состоянию на 14 января, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, начиная с июня прошлого года, составляет 90%, даже больше 90%. В сфере культуры значимыми событиями стали открытия после реконструкции Музея дружбы народов имени Ксенофонта Дмитриевича Уткина, оснащенного с использованием последних достижений музейного дела, современных цифровых технологий, открытие культурного этнографического комплекса Чол-Алага на территории Департамента культуры, участие народных мастеров-кузнецов в международном онлайн-фестивале «Вудвардские печи», 85-летие со дня рождения видных деятелей культуры Ксенофонта Уткина и Николая Харитонова-Чор. Весьма отрадно, что среди муниципальных районов республики Нюрбинский район вышел победителем номинации «Лучший муниципальный район» по итогам 2020 спортивного года. Здесь есть вклад каждого спортсмена, тренера, руководителей федерации по видам спорта и других. В 2020 году нюрбинские спортсмены участвовали в 47 выездных соревнованиях. В районе проведены 8 соревнований. На чемпионатах и первенствах республики завоеван 21 золотой, 28 серебряных и 20 бронзовых медалей. На всероссийских и международных соревнованиях завоевано 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. В 2021 году продолжится работа по решению стоящих перед муниципальным районом задач. В связи с тем, в 2021 году истекает срок соглашения о взаимном сотрудничестве с акционерной компанией «Алроса». По социально-экономическому развитию Нюрбинского района начата работа по его пролонгации.